За нападение на полицейского в Москве 2 таджикистанца получили сроки. Певица Манижа даст большой концерт в Душанбе. Таджикистан в тройке лидеров по дешевизне жизни для иностранцев. Один из ведущих деятелей движения «Талибан» погиб в результате взрыва бомбы. Симоновский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 18-летнего Умара Расулджонзода и 21-летнего Саида Акрама Хамроева. Они осуждены за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 Уголовного кодекса России «Применение насилия в отношении представителя власти», сообщается на сайте прокуратуры Москвы. Согласно материалам суда, вечером 17 февраля 2022 года на станции метро Тульская на законные требования представителей власти проследовать в комнату полиции для установления личности ответили категорическим отказом, после чего Хамроев начал толкать и замахиваться руками на сотрудников полиции, а также нанес одному из них удар кулаком по туловищу. Расулджонзода умышленно нанес одному полицейскому удар ногой в область туловища, а другому несколько ударов рукой в область головы, после чего скрылся, говорится в сообщении. С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Московского метрополитена суд приговорил Расулджонзода к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, Хамроева к 2 годам 6 месяцам лишения свободы, каждого с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил. Ранее отец молодых людей, которые являются братьями, просил соотечественников о помощи собрать средства для оплаты штрафа, чтобы избежать колонии. Певица Манижа Сангин, российская участница музыкального конкурса Евровидения-2021 в рамках неотменяемого тура, впервые даст большой концерт в родном городе Душанбе. Об этом сообщается на официальном сайте певицы. Гастроли состоятся после нескольких отмененных концертов в России. Манижа находится в списке музыкантов, которым запрещено выступать в России из-за своей антивоенной позиции. В этот список, по сообщениям российских СМИ, попали также группы ДТТ, Би-2, Ногу свело, певица Земфира, Монеточка, Гречка, Дора и другие исполнители. Напомним, что Манижа 24 февраля выложила в Инстаграме пост с черным фоном и написала, что любая война между Россией и Украиной братоубийственная. Большой концерт Манижи в родном городе Душанбе пройдет 8 октября. Сообщается, что часть вырученных средств концертов в рамках тура будет направлена в фонд поддержки и защиты людей в трудных жизненных ситуациях сил «Сила», который певица учредила вместе со своей мамой. Столица Таджикистана заняла 3-е место в рейтинге Cost of Living Survey компании Mercer по дешевизне жизни для иностранцев. Согласно рейтингу, из 227 городов мира еще дешевле, чем Душанбе, для иностранцев являются Бишкек и Анкара, которые занимают 226 и 227 место соответственно. В десятке наиболее дешевых городов мира, которые охватывает рейтинг, находятся также Ташкент и Алматы. Столицы Туркменистана, как и российские города, в рейтинге отсутствуют. В тройку самых дорогих городов мира для иностранцев вошли китайский Гонконг и швейцарский Цюрих и Женева. Рейтинг составлен на основе опроса среди зарубежных специалистов, работающих в крупных городах мира. Авторы рейтинга учитывают такие факторы, как курсы валют, цены на основные потребительские товары и услуги, уровень инфляции и арендная плата. Результаты мониторинга используются государственными и частными организациями для определения заработной платы и льгот, выплачиваемых их работников при отправке за границу. Один из ведущих деятелей движения «Талибан» и его наиболее влиятельной составляющей группы Хакани, шейх Рахимулла Хакани, погиб в результате взрыва бомбы. Представитель Временного правительства талибов Билал Карими подтвердил в своем твиттер-аккаунте, что Хакани был убит в результате взрыва бомбы. Карими заявил, что они глубоко опечалены убийством Хакани. Он не сообщил о подробностях нападения. Афганские СМИ утверждают, что Хакани погиб в результате нападения смертника в медресе в Кабуле, где он преподавал. Ответственность за эту акцию взяла на себя так называемое «Исламское государство», ранее уже покушавшееся на Хакани, который выступал с резкой критикой джихадистской военизированной группировки «Исламское государство», действующее в Афганистане. Хакани стал одним из самых видных фигур, убитых в Афганистане после прихода к власти талибов в прошлом году.